Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: того, кому Аллах желает добра, он подвергает испытания. Аль-Бухари. Руслан 5,5 лет назад потерял зрение после аварии, но мечта о рае освещает ему нелегкий путь. Анара никогда не сможет обнять своих детей. Она родилась без рук. Мадина недавно съездила в Умру, но так и не сумела увидеть красоту Каабы. Врачи атрофировали зрительный нерв, чтобы спасти ее. Ален недавно покинул этот бренный мир вследствие тяжелой болезни Бехтерева. Ему было всего 32. Он так и не познал счастья семейной жизни. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. И машина опрокинула вверх. Я не успел ничего не сделать. И после этого я уже очнулся в реанимации. Когда в реанимации очнулся, правый глаз, оказывается, мне прям там в операционном удалили. Вот. А левый глаз у меня сильно пострадал, из-за чего сейчас я полностью не вижу. Менің бұлайға толу себебім, анам екіқабат кезінде сарауыр болып ауырған. Содан біз өзіміз 7 ағайындымыз. Сол 7 ағайындының ішінде мен осы 2 қолымнан кем болып толдым. Сейчас мне 31 год, где-то лет 18, так вот уже начали слегка беспокоить сустав, и потихонечку так, время шло, уже вот с какого года, 1996 года, первые проявления были заболевания, болезнь потихонечку как бы, усиливалась и немножко труднее становилось. Мое заболевание, касающееся опорно-двигательного аппарата, и так по воле Аллаха получилось. В первые годы, конечно, когда еще до того, как прийти в ислам, начинать практиковать там дома, читать, другие фазы совершать. Конечно, было очень тяжко, чисто эмоционально, я говорю, мысли всякие, что такое, почему все ребята, друзья ходят, бегают, радуются, там, семьи создают, детей рожают, и как бы ты, такое ощущение, как будто ты вовсе вырван из жизни, как будто какой-то изгой. Знаете, наше заболевание для нас было неожиданным. Вы знаете, как говорят, снег на голову упал. Никогда бы в жизни мы не подумали, что у нас будет такой диагноз. Признаков того, что у нее развивается опухоль в голове, мы даже не предполагали. В декабре месяце тоже детский нейропатолог нас послал на томографию головного мозга. После этого, конечно, мы узнали, что у нас такой диагноз. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: сколь удивительно положение верующего. Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом. Муслим. Когда я потерял зрение уже, когда в реанимации очухнулся, а в реанимации уже было время подумать. Время было там подумать. И я начал о том думать, об этом думать, обо всем. А потом вспомнил все эти истории, думаю: Руслан, ты вот, ты потерял, все, слепой. Что теперь ты будешь делать? Задавал себе самому вопрос. Потом я попросил эту медсестру дать мне что-нибудь накинуть, одеть. Я накинул на себя эту накидку, простыном обмотал, авраты все закрыл, таяммум сделал, совершил 2 раката молитвы в реанимации и сказал: о Господь мой,
Если ты меня лишил зрения, ну, значит, это не просто так. Значит, ты для меня готовишь какую-то миссию. О, Аллах, укрепи меня на этом пути. Сделай меня так, чтобы я на этом пути не сломался. Чтобы я смог донести тот аманат, который ты мне доверил. О, Аллах, не оставляй меня. Мен барлық уақытта қандай қиын сәттерімде де, қандай осындай басымнан көп нәрсе өтті ғой, аз болған жоқ. Бірақ барлық уақытта бір Алла Тағаланың мені өстіп шерелеп жүретінін білетінмін. Были трудные моменты, когда трудно было сдержаться. Ну, алхамдулилlah, Аллах, как говорится, иншаллах, дал немножко сам, поддержал в трудную минуту, и потом уже чем больше просил Аллах, Аллах, говорится, больше поддерживает, иншаллах. Укрепляет, что, говорится, Аллах не оставил этот мир без милости, но, говорится, большую часть он оставил для будущей жизни. Так что, говорится, алхамдулилlah, где-то испытывал, ну, иншаллах, без поддержки не оставляет, если, говорится, уповать. То состояние, которое было у нее, это действительно тяжело. Субханаллах, Аллах оставил ее. Субханаллах, что Аллах оставил ее в живых, и что только зрение у нее отнял. Мы за это благодарны Аллаху. Пророк, да восхитит его Аллах и да приветствует, сказал: что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов. Аль-Бухари и Муслим. Есть такое высказывание, да, когда человек идет, вот, прожектор, столб стоит, да, прожектор, когда вы направляетесь к этому свету, да, у вас тень позади идет, правильно? А если вы наоборот идете, то тень впереди. Это дунья также. Когда вы идете на свет Аллаха, да, дунья за вами бежит. Но если вы отвернетесь от света Аллаха, да, вы как за тени гнались, такие, его такие не догоните, он в могилу заскочит, и вместе с ним в могилу зайдете. У вас есть мечта? Да, есть. Какая? Попасть в Джаннат. Попасть в Джаннат. Ішімнен тұншыққан, ол бұрынғы жалғыздығымен жылаған ба, жалғыздық болған кездегі не ма? Ананы жерде балаң шырылдап атқан кезде жаңа бір қол тимей кетіп әйтеуір болмаса астын ауыстыру керек болған кездегі менің дәрменсіздігім, сол кездегі сезінген дәрменсіздігімді мен айтып түсіндіре алмаймын да. Бірақ алхамдулилля, ол кезде де Алла Тағалам, ол кезде де одан алып шығады да. Енді қазір, иншаллах, қыздарым өсіп қалды. Өз қасықтарын өздері ұстай алады, алхамдулилля. Енді әттімай бұрынғы жалғыз кезімдегі қиыншылықтар, ол қазірдің балалы болған кезде қиыншылықтар түкке тұрмайтын қиыншылықтар екен да. Енді барлығына шүкіршілік ету керек. Бүкіл берген өмірге, ішкен жеген тамақтарыңыз, оқып атқан оқуларыңыз, істеп атқан жұмыстарыңыз, әрбір басқан қадамдарыңыз, әрбір тартқан демдеріңіз, ол Алланың бұйрығымен болып атқан нәрсе. Алла қаламай қалама, сол жерде сіздің өміріңіз қиылады да. Алла Тағаламыз, мысалы, барамыз, мен көремін дейміз да. Иншалла, Алла Тағала бәрімізге берсін. Тек берген жақсылығына жақсылықпен қайтару керек та. Енді мен бүкіл мұсылманға тілейтінім сол шүкіршілікке келіп, тәубаға келіп, алдағы қиямет күнін ойлау керек та. Даже в том состоянии, в котором находится наш ребенок, мы просто призываем всех мусульман к терпению. Какие бы трудности Аллах не посылал, я бы очень хотела, чтобы всем Аллах помог.
всем нуждающимся. Может быть, кто-то больше нуждается в помощи и милости Аллаха, нежели мы. Поэтому пускай Аллах поможет всем, кто обращается к Аллаху. Иншаллах, Аллах дает каждому тому, в чем, говорится, возможно, более может выдержать, да, или как-то. Надеюсь, Аллах решил меня этим испытать. Прошу Аллах, чтобы, говорится, он дал мне поддержку вынести то, что предписал. Сначала, как говорится, нельзя оставаться на том, что есть, как говорится, надо просить всегда у Аллаха, говорится, быть настойчивым в своих духа, иншаллах. Да, Аллаха нет еще возможно, как пророк Аюб, мир ему, сколько лет страдал, иншаллах, был тверд на своих духа и добился своего. Иншаллах, испытал его, и он, как говорится, сколько лет терпел, и Аллах его воздал за его терпение и твердость в вере. Так и для всех, как говорится, верующих, кто испытывает трудности, назидание в том, что не стоит отчаиваться, иншаллах. Рано или поздно награда от Аллаха, поддержка Аллаха будет, иншаллах, не в этой жизни, так в будущей жизни, и, как известно, будущая жизнь для верующего лучше. Будущая жизнь для верующего лучше. Создатель мой, к Тебе я обращаюсь, прошу благодарения Твоего за те молитвы нашего пророка, которые он посвящал Тебе. Да будет мир над ним во веки вечное. Нет кого, кроме Тебя, Создатель, я в этом мире помощи не жду. Лишь от Тебя, Всевышний, мне будет воздаяние и в этом, и в загробном мире. Аминь. В этом и в загробном мире. Когда ты думаешь о мирском, вспомни о смерти. Когда намереваешься совершить грехи, вспомни о покаянии. Когда обретешь богатство, вспомни об отчете в судный день. Когда сядешь поесть, вспомни о голодном. Когда твой напс, эго призывает тебя к насилию над слабым, вспомни могущество Аллаха над тобой. Священный хадис.